Проверить уровень кислорода в крови, поставить капельницы, ввести инъекции внутримышечно, проконсультироваться с врачами. Вот уже 3 месяца все эти процедуры можно пройти в Сухумском амбулаторном центре. За это время медицинскую помощь здесь получили около 500 человек. К нам обращаются люди просто с вопросами. Кстати, вот в последнее время, 2 последние недели, вот этот вот контингент, он интенсифицировал свои обращения. То есть больше людей такого плана обращаются, просто проконсультироваться, понять, какие действия им предпринимать. У них ничего не подтверждено, у них какая-то симптоматика. Совсем недавно здесь стали принимать ПЦР-анализы на COVID-19. Однако взять мазки получается не у всех. Количество тестов для забора биоматериала ограничено. В день у нас квота 20 человек максимально. Из них, где-то 18 человек по мере обращения заполняются 18 мест. 2 места заполняются под конец дня на основании экстренных каких-то. Это каждый день практически происходит. А в категорию срочных кто входит? Срочных — это вот те люди, которые, например, онкологические, которые выезжают, буквально вот они сегодня должны сдать тест, или завтра должны сдать тест, а послезавтра должны выехать, или послезавтра. Да, то есть через 2 дня они выезжают, и им нужно в экстренном порядке получить ответ для того, чтобы попасть просто в больницу. В ином случае они туда не попадут. То есть это онкологические, кардиологические, разнообразные хронические больные с очень таким острым состоянием, скажем так. В амбулаторном центре каждый день работает бригада, состоящая из врача, администратора и 2 медсестер. В эти дни нагрузка сильно увеличилась. Если в самом начале здесь принимали около 20 человек в день, то сейчас более 50. 50 человек – это только те люди, которые идут на процедуры. Примерно треть от этого числа, то есть в районе 15-20 человек приходят на консультацию к врачу. В районе 10-15 человек приходят просто замерить сатурацию, либо подышать кислородом. То есть там у них есть сатурация. Если есть показания, они дышат кислородом. Потом очень многие спрашивают о ПЦР в связи с открывшимся таким функционалом. В общем, нагрузка достаточно серьезная. С 19 января при Сухумском амбулаторном центре начала работать и мобильная бригада медиков. Теперь пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут обращаться в регистратуру медучреждения в будние и выходные дни с 9 утра до 6 вечера. У нас давно была идея мобильной выездной бригады. Машину приобрели, но была проблема с финансированием дальнейшим. И в этом плане нам помогла очень общественная организация, клуб общественных дел, которая фактически взяла на себя всю нагрузку в этом вопросе. То есть это зарплата, это расходники и многое другое. В работе мобильной бригады задействована 1 машина. Справляться со всеми выездами сложно. 1 машина, 2 сменные бригады. Но, к сожалению, 1 машины не хватает, чтобы на самом деле очень большое количество обращений нам приходится очень сильно ограничиваться. Валерий Джинжоли – студент 6-го курса АГУ по специальности медицинская биохимия. В будущем он врач клинико-лабораторной диагностики. Услышав, что нужна помощь, пришел в центр волонтером. В медучреждении он администратор и координатор. Роман тоже волонтер, работает водителем при амбулаторном центре вместе с мобильной бригадой. Услышав, что нужна помощь, сразу же откликнулся. Вы на выезд сейчас? Да, сейчас мы выезжаем на выезд. Такие вызовы у нас с сегодняшнего дня начали реализовывать повсеместно. Сейчас в бригаде у нас 1 медсестра и дежурный врач. Машина переоборудована под все нормы. В Сухумском амбулаторном центре работают врачи из различных медучреждений столицы. Отрабатывая смену в одной больнице, они выходят на дежурство сюда. Сухумский амбулаторный центр расположен по адресу Турбаза, Красный мост, улица Акиртава, 2. В регистратуру центра можно обратиться по номерам +7 940 915 62 02, +7 940 760 26 02. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.